начну свою презентацию с вводной информации. Расскажу об основных аспектах, связанных а, с расширенными рамками прозрачности в Кыргызстане. И изменение климата является важнейшей проблемой для развития Кыргызстана. Страна сильно подвержена изменению климата, и у Кыргызстана относительно низкий адаптационный потенциал в этой связи. При этом Кыргызстан присоединился ко всем трем климатическим инструментам, и, и в октябре 2021 года предоставил свой обновленный АНУФ, и наш подход, безусловно, является амбициозным, предусматривает условное сокращение выбросов или зависящее от определенных условий, безусловное сокращение выбросов парниковых газов к 2025 и 2030 году. Свой первый двухгодичный обновленный отчет и национальный отчет о кадастре был представлен Кыргызстаном в декабре 2022 года. В настоящее время Кыргызстан готовит свое четвертое национальное сообщение и готовит первый двухгодичный доклад в целях обеспечения прозрачности в рамках Парижского соглашения. И, и, и когда страны согласовывали текст Парижского соглашения, было ясно предусмотрено, что расширенные рамки прозрачности, они содержат в себе намного более детализированные требования как по номенклатуре отчетов, так и по частоте отчетов. И в этой связи согласование расширенных рамок прозрачности потребовало больших объемов переговоров, и Влад дал очень подробное описание расширенных рамок прозрачности, но я бы хотел обратить ваше внимание на три ключевых элемента. Первое – это то, что это обязательное требование для страны, участницы Парижского соглашения. То есть с юридической точки зрения это обязательное для соблюдения требования. Во-вторых, важность расширенных рамок прозрачности подчеркнуть тем, что расширенные рамки прозрачности – это тот инструмент, который позволяет поддержать процесс исполнения Парижского соглашения. И что особенно важно для развивающихся стран, расширенные рамки прозрачности – это тот инструмент, с помощью которого можно привлекать климатическое финансирование. Как Влад отметил, кроме того, расширенные рамки прозрачности, они играют важную роль в проведении глобального анализа. И кроме того, расширенные рамки прозрачности это представляет собой процесс, образует собой процесс, который ведет к достижению все более и более амбициозных целей, со временем ведущих к полному достижению целей, предусмотренных по Парижскому соглашению. И вообще расширенные рамки прозрачности, они строятся на опыте стран, на предыдущем опыте стран, уже накопленном опыте стран, на специфических обстоятельствах. И для создания расширенных рамок прозрачности необходимо ряд действий, но я обращу ваше внимание на 4 основных действия. Первое – создание надлежащей структуры управления прозрачностью. Во-вторых, это разработка и внедрение методологии инструментов измерения отчетности. Далее, третьим пунктом является обновление, внедрение и интеграция новых потоков данных информации. И последним в списке, но не по значимости, это обеспечение наличности необходимого экспертного потенциала. Далее, теперь, переходя к следующий слайд, пожалуйста. Требования в рамках РРП, они гораздо более жесткие, более расширенные, чем в предыдущих инструментах, чем в МРВ. И согласование по объемам необходимой поддержки для развивающихся стран, для того, чтобы внедрить такую систему, было одной из важнейших тем переговоров в Париже. И успех, достигнут в ходе переговоров в Париже, привел как раз успех по данным переговорам привел в итоге к успешному завершению и Парижской конференции сторон. И
И вот одним из ключевых результатов Парижской конференции сторон а, стал запуск так называемой инициативы по наращиванию потенциала в области прозрачности, на английском CBIT, и Кыргызстан является частью этой инициативы, и в Кыргызстане были предприняты уже действия в рамках этой инициативы, в частности, был проведены исследования, анализ и оценка с участием ключевых заинтересованных сторон. Что касается роли ПРООН, и я бы хотел отметить, что если в борьбе с изменением климата является неотъемлемой частью деятельности ПРООН во всем мире и в Кыргызстане в том числе, то продемонстрировано в нескольких недавних проектах, которые помогли продвинуть климатическую повестку. В частности, когда входит поддержка глобальной инициативы по климатической перспективе, подготовка обновленного плана имплементации и обновленного ОНУФ, работа, подготовка национального плана адаптации и концепта достижения углеродной нейтральности и работа в тесном взаимодействии с партнерами вместе с другими тематическими проектами, такими как региональный проект GSP по CBIT для Центральной Азии. Эти проекты ООН, которые перечислены здесь, они дают возможность извлечь выгоду из этих результатов для максимизации синергии и недопущения дублирования. Да. Мы процесс начали процесс подготовки мы начали с изучения нормативно-правовой среды, в которой функционирует Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. И на этом слайде перечислены ключевые органы, помимо Министерства природных ресурсов, ключевые органы, которые задействованы в процессе координирования и подготовки как мер государственной политики, так и отчетов в рамках климатических инструментов. Помимо Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, это Координационный совет по вопросам изменения климата, экологии и устойчивого развития, там, Центр климатического финансирования при Кабинете министров, который играет ключевую роль в привлечении климатического финансирования. И также очень важная роль играет национальный Статком и Кыргызгидромет, а также отраслевые министерства и ведомства, которые принимают участие в различных аспектах политики по адаптации к изменению климата и митигации его последствий. На следующем слайде показана институциональная основа, существующая уже в Кыргызской республике для подготовки национального кадастра парниковых газов. Может быть, я немножко забегаю вперед, но а, может быть, слишком рано говорить, что это институциональная основа устойчива, но можно говорить о том, что в рамках этой институциональной системы формируются определенные ресурсы, позволяющие обеспечить долгосрочную устойчивость этой системы. И когда я говорю о вот большой мозаике всех задействованных сторон, просто в статье 13 Парижского соглашения в расширенных рамках отчетности должно рассматриваться не только а, не только рассматриваться расширенные рамки отчетности, но в двухгодичных отчетах также должен рассматриваться и приводиться обзор и институциональной среды. Также в стране есть законодательная и нормативная база в области изменения климата, в частности, закон о государственном регулировании политики в области эмиссии и поглощения парниковых газов 2007 года, как вы видите, это уже достаточно давно принятый инструмент, но уже ведется работа по внесению обновлений и поправок в этот закон. Кроме того, есть различного рода политические документы или стратегические документы, как национальная стратегия развития Кыргызстана на 18-40 год, и также относительно недавно принятый указ президента о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости в стране 2021 года. При разработке проектного предложения Кыргызстан принимал большое значение к рассмотрению гендерных вопросов и их влияния на наиболее уязвимую часть населения.
что, например, отражено в национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2030 года. Все эти основные документы по изменению климата, национальный доклад, обновленный ОНУФ, национальный кадастр парниковых газов и первый двухгодичный обновленный отчет, они, они были, они были отражены в информации, которая страна предоставляла в рамках расширенных рамок прозрачности. Следующий слайд, пожалуйста. И помимо оценки текущей институциональной базы, то, что я говорила только что, мы также провели очень комплексный опрос ключевых министерств и организаций. Э, большинства, Мы провели опрос большинства ключевых министерств и организаций, задействованных в процессе разработки и реализации климатической политики. Об этом поговорим чуть позже на последующем слайде. Но, тем не менее, этот опрос сыграл очень важную роль для того, чтобы сформировать данную информацию, сформировать представление о текущей ситуации, но в тезисном виде выявленными проблемами являются отсутствие достаточной ясности в отношении роли и обязанностей, наличие постоянных изменений, отражение в климатическом законодательстве и регулировании, задействовано большого количества участников и недостаточная координация. Доклады РКИ готовятся э, без систематической основы взаимодействия с заинтересованными сторонами тоже происходит на разовой основе, отсутствует системный подход, также отмечается отсутствие достаточного кадрового обеспечения, и также мы выявили ряд специфических пробелов в части смягчения последствий адаптации и поддержки. Но на самом деле можно сказать о том, что, может быть, еще более важным является выявление потребностей или выявлены потребности страны, и эти потребности были сгруппированы разделены на три основные группы. Первая группа потребностей, они касаются координации в части правовых организационных механизмов и качества данных. И здесь необходимо повышение эффективности и координации межведомственного взаимодействия, актуализация нормативно-правовой базы, переход к а, регулярным, возглавляемым органами страны и частично самофинансированием механизмом устранения пробелов в передаче данных информации об изменении климата между различными министерствами и ведомствами, отвечающими за политику смягчения последствий и адаптации. И, наконец, укрепление и формализация институциональных механизмов сбора, анализа и отчетности данных по инвентаризации парниковых газов. Следующий слайд, пожалуйста. Следующее Следующая группа потребностей, вторая группа потребностей, она касается потребностей в области технического потенциала и новых методологий. Эта тема очень как раз связана с темой нашего сегодняшнего мероприятия и потребностями, в частности, потребностями здесь обозначены по направлению укрепления технического потенциала в области отчетности, включая инвентаризацию парниковых газов и далее переход к полному использованию руководящих принципов МГИК 6 года, и использование методов более высокого уровня для оценки основных источников выбросов, по крайней мере, по ключевым источникам выбросов. И, наконец, обеспечение вовлечения заинтересованных сторон и учет гендерных аспектов в процессе расширенных рамок прозрачности. Следующий, пожалуйста, слайд. При оценке, эта работа помогла нам лучше сформировать представление о том, как должны выглядеть расширенные рамки прозрачности в Кыргызстане. И расширенные рамки прозрачности должны лежать в основе любого проектного предложения. И было сформировано представление, которое позволяет объединить мнения и точки зрения различных заинтересованных сторон, и также позволяет обеспечить соблюдение требований, предусмотренных рамочной конвенцией по изменению климата ООН. И неудивительно в этой связи, что первым компонентом в этой связи является наличие системы, отвечающей юридическим требованиям Парижского соглашения
системы, которая разработана таким образом, что предусматривает возможность совершенствования ее, и это очень важно. Влад об этом говорил, что никто не рассчитывает на то, что ваша система будет идеальна с первого раза, но ваша система должна предусматривать цикл непрерывного совершенствования. Кроме того, ваша система или национальная система в Кыргызстане должна предусматривать возможность составлять ОНУ и актуализировать их на регулярной, на систематизированной основе. И также эта система должна предусматривать возможность для определения различных вариантов и различных стратегий по достижению низкоуглеродного пути развития. И, наконец, такого рода система должна предусматривать актуализацию планов стратегий, включенных ОНУФ, а также национального плана адаптации, которые находились в стадии подготовки на момент подготовки настоящего проектного предложения, создание условий для разработки политики в области изменения климата, основанной на фактических данных, фактических объективных данных, а также, как я уже говорил, актуализация планов стратегий, включение в ОНУФ и также связанных с ними планов по достижению углеродной нейтральности, такие как национальный план адаптации и ряд прочих документов. И я перехожу к заключительной части своей презентации, и я не хочу вас как-то напугать, но я просто хотел вам показать вот эту иллюстрацию. Я хотела бы показать, как мы применяем теорию изменений. Это стандартная методология для GEF и GEF, и также для CBIT, для того, чтобы выявить ключевые элементы проектного предложения. И это моя самая любимая тема. Я могу часами говорить о теории изменения. Но что я хотела бы подчеркнуть, что теория изменения – это инструмент, который позволяет создавать такой достоверный путь, который позволяет нам переходить от нынешнего состояния, которое показан внизу слайда. Это для решения проблемы, достижения задач, целей, которые находятся вверху слайда, и вот пройти через этот достоверный путь, используя различные элементы этой всей системы. И эта презентация, вот с этой презентацией я хотела показать из слайда только 3 элемента, которые важны. Следующий слайд, пожалуйста. И первое – это цель. И первое является целью, а потом второе – это результаты, то, что предлагается в себе-проекте. И не надо удивляться, что вот мы видим, что цель и результаты, они связаны с видением, о которых я говорила. И это как бы повторяемое, но это важно. И я хотела бы еще раз подчеркнуть, что цель данного проектного предложения – это создание РПП в соответствии с Парижским соглашением в стране, которая выполняет юридические требования соглашения, и в то же самое время позволяет разработчикам политики в изменении климата поставить высокие амбиции, достижения поставленных задач, а также реализовывать АНУФ, НАП и другие документы, как КДУИН. И это позволит достигнуть 2 результата нашего проекта. Первый результат в конце проекта – это то, что Кыргызстан уже создаст РРП, который будет отвечать правовым требованиям и покажет эволюцию со временем. И второй результат – это то, что РРП позволит периодически обновлять АНУФ, НАП, КДУИН и их реализацию. Это позволит использовать информацию о климате и проводить анализ системы для целей того, чтобы разрабатывать политику по адаптации и смягчению к изменению климата. Это позволит отслеживать изменения климата и рассматривать уязвимые социальные группы, гендерные аспекты бедности, и для того, чтобы реагировать на это воздействие, связанное с изменением климата. Для того, чтобы добиться этих 2 результатов, о которых я говорила, мы планируем несколько промежуточных результатов для вот этих конечных результатов.
И вот что касается результата 1, мы предполагаем вот для результата первого ряда краткосрочных или промежуточных результатов. Это правовые нормативы, чтобы были усилены институциональные рамки, а также чтобы потоки информационные были разработаны и обеспечены для лучшего функционирования системы. И также, чтобы интегрированная РРП-платформа была создана и работала, используя различные инструменты для оценки и позволять представлять информацию более прозрачно широкой общественности и поддерживать всю эту информацию, сохранять для того, чтобы реагировать на реальное состояние дел, связанные с политикой изменения климата. И также еще есть два аналогичных краткосрочных результатов. Это метаданные и системы, которые первые предоставляются в отношении подачи инвентаризации по парниковым газам, а второе отслеживание прогресса по реализации АНУФа. Затем у нас есть шестой output– это наращивание потенциала по РРП деятельности, проведение анализа, оценки, отчетности. Последнее, но также важное, это то, что вот, вовлечение различных заинтересованных сторон в климатическую повестку и механизмы укрепляются и вместе с информацией, используют информацию, которая предоставляется через РРП. Следующий слайд. Что касается второго результата, конечно, у нас два аутпута. Это техническая поддержка. Инструменты предоставляются для интеграции в систему РРП, периодические обновления АНОФа и также обновление документов, вот таких как НАП, долгосрочные стратегии и так далее, для того, чтобы позволить обеспечить реализацию. И второе– это модули сценария будут разработаны для того, чтобы использовать РРП в политику, которая основана на доказательной основе, и вот и чтобы эта политика была понятна пользователям и также помогала лицам, принимающим решения, позволять отслеживать воздействие изменения климата в отношении уязвимых групп, социально-экономических, гендерных и другим группам, и, если необходимо, со временем корректировать эти политики. И я вот сейчас завершаю свое выступление. Следующий слайд, пожалуйста. И подчеркнуть я хотела бы, что когда мы разрабатывали проектное предложение для GFCBIT проекта, мы руководствовались видением, что мы разрабатываем проект и создаем национальное РРП, которое поможет отвечать правовым требованиям на международном уровне со стороны Кыргызстана. Это система, которая позволит внутренним лицам, принимающим решения национальным, и также отслеживать климатическое финансирование инвестиций. И все это будет делаться в целях улучшения жизни людей в стране и также как вклад в улучшение здоровья планеты. Спасибо за ваше внимание.